Нет, к сожалению. Сейчас мы дали главную часть проблем озвучили, но мы не обсуждаем вопросы, а где нам деньги взять. Все упирается в данном случае в деньги. Все вопросы, которые мы сегодня здесь обсуждаем, имеют исключительно проблему в виде отсутствия финансов. Так, да, Александр? Так, абсолютно так. Абсолютно Я еще раз правильно. хочу сказать, вы об этом знаете, что финансовая поддержка Российской Федерации в рамках взятых обязательств, она продолжает. Инвестпрограмма не стала больше 1 300 000 000. У нас финансовых проблем, я уже не говорю о коммунальной сфере, о состоянии водопроводов, канализации, лифтовое хозяйство. Мы тут коротко перечислили, как у нас обстоят дела с проблемами, связанными с возможными паводками. Это десятки миллиардов рублей. Мы с вами говорили неоднократно о том, что эти проблемы мы должны будем решать сами, здесь, внутри. Мы должны научиться зарабатывать деньги. Те активы, которыми мы располагаем, они должны нам приносить деньги. Когда мы говорим о той отчетности, которую вы сегодня представляете, когда глава района говорит о том, что у него 20 000 гектаров сельхозземель, и мы имеем картину, при которой обрабатывается 10-15%, это как раз-таки тот самый потенциал, который нами не реализован. И мы без конца будем говорить об этом, если мы не предпримем экстраординарные меры по привлечению денег в нашу экономику. Локомотивом нашей экономики является туристическая сфера, сельское хозяйство, логистика, возможно, IT-технологии с учетом нашей географии и климата. И те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, могут быть решены только в рамках существенных вливаний денег в это направление. По-другому будем говорить о том, что ничего не изменится. Дорожная инфраструктура у нас нуждается в существенных вложениях. Железная дорога наша работает не в том режиме, не в том формате, как могла бы работать, потому что в нее надо вкладывать деньги. Портовое хозяйство наше необходимо развивать. Мы занимаемся нашим аэропортом, очень все идет непросто. Очень все идет непросто, но это ключевые вопросы, решение которых для нас означает быть нам или не быть. Мы сами должны понять, что суверенитет, будущее – это возможности нашей экономики. Не будет у нас развиваться экономика, все остальное придет в упадок. Вопросы обороноспособности, о которых сейчас мы здесь не говорили, имеют непосредственное отношение к развитию наших экономических возможностей. Вот и все, вот что взаимосвязано. И каждый на своем уровне это должен понимать. И как целый единый механизм управления страной, мы это должны понимать. Тут не надо бояться наших некоторых фобий, потому что часть из этих фобий носит, скажем так, характер, который не подтверждается. Время меняется, подходы меняются. Мы не являемся составной частью большого государства. Мы самостоятельное государство с вытекающими отсюда последствиями. Сами должны научиться зарабатывать деньги. Поэтому те предложения, которые нами предлагаются по развитию отраслей экономики, туристической отрасли и так далее, если мы их не реализуем, то грош нам всем цена. Этот год в этом смысле будет решающим. Мы должны проекты, о которых мы говорим, запустить. Каждый из вас получит документ, расширенный, масштабный документ в части, касающейся развития туристической отрасли, в части, касающихся строительства отелей, апарт-отелей. Почему именно апарт-отели?
почему именно сегодня, какое квотирование, какой эффект в рамках той программы, которую мы предлагаем, в эту отрасль в течение 10 лет должно быть вложено. И может быть вложено, это не сказки. Инвесторы готовы вложить, будут вкладывать, если мы создадим определенные условия, нормальные условия, около 150 миллиардов рублей в течение 10 лет. Или 1 300 000 000, который мы имеем в виде инвестпрограммы, или 15 миллиардов в год. Разница же большая, разница огромная. Не будут реализованы такие масштабные проекты, не будет решения проблем, которые здесь были озвучены. Это надо понять. Практика последних лет показывает о том, говорит о том, что мы должны сами твердо стать на ноги и использовать все возможности. Необходимо развивать банковскую систему, необходимо все наши активы включить в экономический оборот. Огромное количество у нас государственного имущества, по нашим меркам, приватизировано, и оно ничего не приносит. Все это стоит и разрушается дальше. Огромное количество, по нашим меркам, государственного имущества, муниципального имущества, которое сдается в аренду, тоже непонятно, какая отдача, потому что у нас нет выработанного подхода в плане определения арендных платежей. У нас его нет, кому как, по каким ставкам отдавать. Это надо все сделать. Эти правила необходимо выработать и начать их внедрять в нашу повседневную практику. Это никто другой делать не будет, кроме нас. Это наша с вами епархия, это наша с вами ответственность. Это мы должны делать. Во что нам обошлась казарма для артиллерийской бригады? 16 миллионов рублей? 18. 18 миллионов рублей. Вот у меня такой простой пример. Здесь апарты 6 или 7 тысяч квадратных метров построены. Сколько? Вот здесь вот напротив Лиона. Ну сколько здесь квадратных метров? Беслан. Вот здесь вот, напротив Лиона, что построили дом. Сколько тысяч квадратных метров? Около 6 или 7 тысяч квадратных метров. Рядом с Нартом строят сколько? 9 тысяч квадратных метров. Да, итого 15 тысяч квадратных метров. Но если мы приняли бы закон об апартах и ввели бы специальный налог 2000 рублей с квадратного метра, мы в этом году только в виде этого специального налога с 2 зданий получили 30 миллионов рублей. Не говоря уже о повышающем коэффициенте на землю под апарт-отели. Так или не так? Вот вам 2 казармы для наших солдат. Это то, что мы упустили здесь. Не говоря о том, что мы упустили ряд других вещей, потому что практика, которая сложилась, она вот такая вот неэффективная. А продвижение новой практики требует концентрации наших с вами усилий. Не будет по-другому никакого развития, если мы с вами все вместе, стоящие перед нами задачи, документы неизвестны какие, не решим. Это же мультипликатор строительства. Это мощнейший мультипликатор. Мощнейший мультипликатор. Нет такой отрасли, которая имеет такой мультипликативный эффект, как строительство. Так или не так? Это совершенно другая история, другие деньги. Это не сказки, это реальность, которая должна быть нами с вами воплощена. Я по итогам сегодняшнего совещания, проблемы они обозначены. Куда ни кинь, везде проблемы. На первом плане проблема энергетики, проблема собираемости. Да, есть такая проблема. Но не предпринимать шаги, которые мы предпринимаем по увеличению тарифов, тоже невозможно. Не ставить счетчики тоже невозможно. Были бы деньги, быстрее бы это сделали. И совершенно другая. Вот вам пример мультипликатора тоже. В одном месте вложил что-то, сделал и получил деньги. Только так. Поэтому, коллеги, я вас просил бы, Ченсух, долгий ящик не надо откладывать. В следующем отчете главы районов должны представить, как обстоят дела в целом в экономике.
что у них там работает, какую продукцию они там выпускают, на какую сумму, промышленную, сельскохозяйственную, каков скрытый потенциал, который требуется для того, чтобы он был раскрыт. Сейчас мы едем в Кавказские минеральные воды. Так, да, Александр Золотинский, я туда еду, там форум экономический, правильно? Обычно выставочный форум. Но все это для чего делается? Для того, чтобы привлечь инвестиции. А у нас нет пакета инвестпроектов, которые мы могли бы предложить инвесторам. Вот мы разработали пакет. Вот, пожалуйста, уважаемый инвестор, вот расчеты, вот вам готовый бизнес, вы там вложитесь деньгами. У нас этого нет. А карта инвестиционная, инвестпроекты готовы у нас должны быть. Это наша с вами ответственность, это наш долг профессиональный, чтобы у нас это все было. И в отраслях, и в территориях. Планов развития территории и отраслей у нас готовых нет. В планах хотя бы на бумаге, чтобы мы это знали, что мы собираемся сделать. Всякая идея, которая впоследствии может быть реализована, она рождается здесь, в голове. Это первый этап. Потом она переносится на бумагу, и потом только в реальность. Вот эти первые два этапа хотя бы надо иметь в голове и на бумаге просчитанные. А так, что там? Говорит о том, что это надо купить, то надо купить, это надо сделать. Это знают все, что надо купить. Мало кто знает, где взять деньги на это. Вот это задача номер один. Кто бы что там ни считал и как бы ни воспринимал мою речь. Я не бизнесмен, но экономика определяет политику. И бизнесменов надо поддерживать. И мы не сможем жить по своим собственным правилам, если наши правила не будут интегрированы или не будут в какой-то степени идентичны другим правилам экономическим, которые работают на всех территориях. Это все утопия. Что мы можем пойти самостоятельным экономическим путем. Да, конечно, необходимо сделать так, чтобы наши интересы, ради наших интересов, мы здесь об инвесторах говорим не потому, что мы заинтересованы или считаем, сколько денег зарабатывает инвестор. Нет, это не наше дело. Мы заинтересованы и считаем, сколько мы можем, государство, заработать, наше население. Если в туристическую отрасль в рамках нашего видения вложить 150 миллиардов рублей до 2035 года, мы будем иметь около 15 тысяч рабочих мест. У нас эта цифра 15 лет не меняется, 40 плюс-минус, 40 плюс-минус так же, да? Официально зарегистрированных, но уже это, знаете как, это как-то даже неловко на эту тему говорить. Вот это 40 тысяч как сложилось, ничего не меняется по большому счету. Потому что, да, первый год был сложный. Первый год был сложный. Была пандемия. Второй год, третий. Мы же видим интерес к нам инвесторов. Конечно, если бы это было связано с тем, что там где-то деньги выбивать, но и негде и выбивать, никто не дает. С деньгами только инвестор может прийти. Интерес есть. Проявить интерес к Абхазии у инвесторов каким-то образом нам с вами удалось это сделать. И конъюнктура так легла сегодня. Не просто там мы с вами это сделали, и мы поработали, и конъюнктура сегодня так легла. Ею надо сегодня воспользоваться. Кто занимался бизнесом в 90-х годах, помнит, первые деньги кто-то поднял на спирте «Рояль». Года 2 это работало. Потом спирт уже не актуальный. Потом появилась амаретто, потом появились сигареты. Вот момент сегодня есть интерес у инвесторов к Абхазии, к строительству этих отелей. Этим надо воспользоваться. Капитал свое место найдет в другой точке потом. У нас мы должны работать день за 3. Если это не сделаем мы, никто этого делать не будет. Никто это не сделает. И концовка будет очень неприятная. Наши люди будут жить плохо, не так, как могли бы жить. Упущенные возможности. Я бы не хотел, чтобы наша с вами работа подводилась словами, как работа упущенных возможностей.
Это недопустимо. Опять-таки, еще раз, такие разговоры нам нужны постоянно. Мы сверяем часы. Ченсух Эдуардович, работа глав администрации, Александр Золотинскович, совместная работа с ведущими министерствами, с Министерством экономики, где должны быть у нас выработаны программы развития отраслей, программы развития территорий. Вы же ездили, смотрели Татарстан. Вы же видели, как там обстоят дела. Но неужели мы не можем сделать примерно то же самое? Вы же были в Башкирии, многие из вас. Вы же это видели. Мы же часто бываем в Сочи, сопредельная территория, которая в 3 раза меньше нашей территории. По климатическим условиям, по экологическим условиям у нас ситуация лучше. А у нас состояние дел какое? Там вы, если глубоко изучите материалы развития экономики города Сочи, вы поймете удельный вес, роль туристической отрасли. Люди, которые в Сочи отдыхают, это 7 миллионов туристов в год. 7 миллионов туристов в год отдыхает в городе Сочи. В пике в Сочи находится в пиковые дни больше 1 миллиона гостей в день. Они в общепите потратили за год 96 миллиардов рублей. Только таксисты у них заработали за год 14 миллиардов рублей. В Сочи вводится в эксплуатацию каждый год 600 тысяч квадратных метров. А у нас сколько будет? 15 тысяч будет, 20 по году. Жилья? Не жилья, вообще. Нет, Вот вы понимаете, да? Плотность населения в Сочи 200 человек на квадратный метр. У нас 28. У нас же проживало 540 тысяч. Мы же не толкались. Места же всем хватало. А что я неоднократно говорил и сейчас говорю, у нас наконец-то появляется на первой линии между городом Сухум и грузинской границей 3-й отель. Один в Киндги, один в Тамыше, и сейчас будет в Ачмечире. 105 километров, 3 отеля. Очень круто же, правильно, да? Ну, вот это надо видеть. И с этим тяжело спать, вообще-то говоря. Я уже, когда думаю об этом, когда есть люди, которые могут это сделать, так надо разрешить это делать. Надо пойти по такому пути. Когда к тебе стучатся с идеями и с возможностями. Когда окончательная версия этого документа будет, о котором мы говорили? Сейчас будем вносить корректировки. Скорее всего, мы дополним еще одним отчетом, который дополнит. Всем главам, всем депутатам, всем министрам этот документ раздать, чтобы они четко понимали, где Гриша. Вот программа развития города Гагра. Институт урбанистики разрабатывал по заказу правительства Абхазии. Только в городе Гагра до 2035 года, с 18 по 35 год, в течение 15 лет, в соответствии с этой программой, должно было быть построено 1 миллион 490 квадратных метров. Из них 600 тысяч должно было быть апарт-отелей. Только в городе Гагра. Только в одном городе. Это же никого не смущало. Но там часть планировалась, значит, дело не было сделано. Но такие вот проработки были. А мы, значит, исходим из того, что пусть будет 1,5 миллиона по всей Абхазии. Не в одном городе Гагра. А это же, если исходить из плотности застройки, например, в гектар 20 тысяч квадратных метров, 1,5 миллиона, чтобы построить, нужно около 80 гектаров всего. Так или не так? Это на 18 гектарах в Агудзере, 18 гектаров, можно плотненько, не плотно, а очень красиво, гармонично с природой посадить 200 тысяч квадратных метров, и никто не заметит. Выше этих эвкалиптов эти здания не будут.
там 8, 9, 10 этажей. Если даже будут, ничего страшного. Я каждому из вас, по-моему, разослал вечернюю фотографию города Батум. Я лично этим занимался. Видели же, да? Мы даже Батуму уже уступать стали. Никогда такого не было, чтобы Сухум уступал Батуму. Мы умудрились это сделать. Так или не так? Или я что-то перепутал? Я тоже думаю, что я ничего не перепутал. Вот посмотрите. Там же много вещей сошлось. В том, кто это Здесь сошлось полезных вещей, правильных, еще больше. Барьер надо отсюда вытащить, и отсюда, который здесь заложен, его надо убрать, и все, больше ничего не надо делать. К нам стучатся люди, говорят, можно мы это сделаем? Понимаете? Но они не будут всю жизнь к нам стучаться. Сейчас сегодня так конъюнктура легла, так рынок сложился. И это не видеть, это просто совершать преступление против своих интересов. Не будем какие-то выводы делать, коллеги, главы районов. Я еще раз хочу сказать, Баграт, волноваться 5 качей, как говорят в Армении, но материал надо знать. Одно и то же. В теме пешочком обойдете свои села с главой, походите хотя бы до 6 часов вечера, курочку есть будете после 6. По домам зайдете, скажете, а ну посчитай, сколько там у него мандаринов, яблок, 2-3 поручения дашь. Главы сел у нас очень заняты, правильно? Времени у них мало, но такое поручение сделайте с тем, чтобы знать, что вы там в районе имеете. В конце концов, спросите у участкового, он знает, если они где-то есть. Если есть. Да, если есть. Спросите, походите, объездите, увидите. Беслан, что у нас с причалом? Прижал, Да. а он пока инвестор, человек, который обещал сделать, и пока никаких посылок. А последний разговор когда был? И что он говорил? Хорошо. По мосту через Басу ты видел что-нибудь, нет? В смысле, где... Пешеходно, да. Да. Они нам сказали, что они готовят материал, мы сказали, как будет готов, предоставьте нам для того, чтобы провести. Когда материал будет готов? Я буквально 2 недели назад согласен. Это первое число, а уже 2 недели. Первое число апреля все говорят, ребята, они сказали, мы занимаемся, когда будет у нас визуализация, мы вам дадим. Для нас это очень важно, надо, чтобы это было, ну, с архитектурной точки зрения, чтобы вписывалось в нашу историю, какая немножко с ампиром, не просто так. Наверное, что-нибудь там. Да. Хорошо. Ко мне вопросы есть у присутствующих? Тогда спасибо за совместную работу. Более активно занимаемся своими делами. Договорились? И еще, уважаемые главы районов, городов и так далее, просил бы вас свои публичные выступления, интервью, когда речь идет о вопросах не ситуативного характера, например, не дай бог, там лесной пожар, приехали спросили и так далее, все это согласовывать с пресс-службой президента Абхазии, хорошо? Еще раз такое, если повторится, разговор может быть в другом тоне. Лучше меня по этому поводу не злить, хорошо? Тем более, косяки такие допускать нельзя.